На 4 дня Алматы станет центром классической музыки. По уровню исполнителей и концертной программе музыкальный фестиваль может дать фору многим зарубежным аналогам. Уже в первый день фестиваля был небывалый ажиотаж. В этом году слушателям предложили интересную программу и исполнителей из более чем 10 стран. Например, немецко-ирландская пианистка Елизавета Блюмина уже не в первый раз приезжает к нам и всегда рада реакции зала. Главное, чем вот, наверное, самая большая черта этого фестиваля, то, что ничего не заезжено, все новое, организация чудесная, очень интересные программы. Очень красивые женщины у вас тут в Казахстане. От них вообще не оторваться. Автор песен, композитор Еркеш Шакеев также не остался в стороне от классической музыки и поделился своим мнением о ее непопулярности среди молодежи. К сожалению, классическая музыка, она на сегодня не в авангарде. Просто завести, слушать сложно. Что это сфера не кричащая, в ней нету этих законов, вот как в поп-музыке, допустим, там усиленные пиары и прочие какие-то вещи такие. Концерт собрал большое количество гостей. Среди них бывший казахстанец, а ныне известный американский пианист Дмитрий Новгородский. Очень рад снова быть здесь, в Алмате, где я 25 лет рос. Так что это мой город. Кстати, я здесь ходил в школу в 11-летку и, в общем-то, уехал отсюда, за границу. Здесь всегда была высочайшая культура, и, конечно, очень высокий уровень музыканства и энтузиазма к музыке. Вот билеты расхватываются сразу. И публика очень интересуется концертами, так что, мне кажется, это показатель. Интересно, что те, кто играет на фортепиано или органе, должны перестраиваться и привыкнуть к новому инструменту на каждом фестивале. Это часть нашей профессии. Мы, как пианисты, должны каждый раз прицелиться к инструменту. Мы должны порепетировать и быстро схватить, что нужно делать в акустике. Причем инструменты разные все, как люди, как дети. Так что их нужно, как говорится, им верить, доверять, и, работать с ними, изучить их характер. Новогородский также отмечает, что важно прививать любовь к музыке с самого детства. Люди, которые имеют возможность прийти на концерт классический, вместо того, чтобы сидеть и где-то смотреть отчужденно, были в живой обстановке с родителями, дети начинают потихоньку учиться тому, что можно слушать музыку и получать удовольствие. Отметим, что все билеты на фестиваль были розданы в интернете за сутки, а это значит, что в южной столице предостаточно ценителей классической музыки. Наиль Бузунов, Алмат Тимиртас, Юлдаш Кудайбергенов. Новости Ревью.